Şehir başta bitip şatadır, şistimerler katlap duradır. Жердің бөз қақтасқылар üflep парысқандырылап şatadır. Судың жалбағы, ағын суылар ақтасқылардың ақлап şatadır. Ақшасыларын топырақлап, қара күнерті ұласы, қара күнерті соғылас şatadır. Валентина Ильинична Дьяконова, смотритель Дома-музея Семена Прокопьевича Кадышева. В 2001 годах дом Семена Прокопьевича оставался без жителей. И решением муниципалитета передали его как дом-музей, решили сделать. Потому что это небольшое количество экспонатов было в школе, ну и потом вот решили организовать музей. В 2005 году было официальное открытие Дома-музея Семена Прокопьевича Кадышева. Так, проходим. В этом доме Семен Прокопьевич прожил много лет. Сам он родился в Улусе-Торча Ширинского района. Это раньше был Чебакурский район. В Улусе-Торча он родился в семье охотников Хайджи. Его прадед Пуажах был знаменитым Хайджи, Хайджи, как он называется в народе. Это с духом Хая. И такие Хайджи рождаются раз в одно поколение. И вот после Пугачах, а потом его отец Семена Прокопьевича Прона, он тоже был сказителем Хайджи. И Семен Прокопьевич с самого детства слышал сказания. Его бабушка Анджия рассказывала небольшие сказки, предания об охотниках, легенды различные. И можно сказать, что он вырос в поэтической среде. И поэтому вот у Семена Прокопьевича его данные, видимо, развивались с самого детства. Обладая феноменальной памятью, он знал очень много сказаний, которые запомнил с глубокого детства. В Улусе-Торча жил политически сильный Чернов. И, как все политически сильные, он обучал детей грамоте. И когда срок его ссылки кончился, перед отъездом он просил отца Семена Прокопьевича отпустить Семена в Петербург для дальнейшего обучения, потому что он увидел в нем очень смышленного, талантливого мальчика. Но так как в семье охотника нужна была каждая пора для содержания семьи, и поэтому Семена Прокопьевича не отпустили. И с самого детства Семен Прокопьевич с отцом ходил на охоту. Отец ему показывал хитросплетение следов различных зверей, птиц, обучал охоте. Ну и вечерами у охотничьего костра слушали они сказания, потому что считалось, что охотники... Так, пойдемте сюда. Вот. Считалось, что духи, хозяева тайги любят слушать сказания. И поэтому охотники, идя на охоту, брали с собой охотника, который умел исполнять сказания. И якобы за хорошую игру духи, хозяева тайги вознаграждали богатой добычей. И вот Семен Прокопьевич постоянно вечерами слушал эти сказания возле костра с охотниками. И также встречался он там в тайге с шурцами. Старики шурцы, охотники, передали ему знания о лечебных травах, которые вот он использовал это уже впоследствии во всей своей жизни. Много помощи оказывал людям, копал различные корни, травы и помогал, вот, особенно во время этой Отечественной войны, когда лекарства не особо было. С самого детства Семен Прокопьевич, как я уже сказала, ходил на охоту. И возраста с 15 лет он уже батрачит у кулака Матросова, это вот Улус Стопанов. А впоследствии уже это народники коммунар, богом дарованный раньше он назывался, Иваницкого, мыл золото, валил лес. И в 1910 году молодой человек, недавно женившийся, забрали его на службу в царскую армию. Службу он проходил в
в Ачинске на кожевенном заводе. Служить бы все 25 лет ему, как раньше служили в царской армии, но с начала Великой Октябрьской революции он возвращается домой. В Ачинске он немного успел русский язык выучить, ну и, конечно, познакомился с большевиками. И, как все бедняки, с большим воодушевлением принял идеи партии большевиков. По приезду его избирают председателем вновь созданного Торчинского сельского совета. И вот он работает. Ну, когда пошли первые геологические экспедиции, он еще помогал партизанам, потому что, зная верховья Черного, Белого и Юсов, он оказал партизанам неоценимую помощь в ликвидации банд Кулакова, Соловьева. Ну и впоследствии, когда пошли геологические экспедиции для поисков золота, и Семен Прокофьевич работает вожаком разведпартии. Его сказания начали записывать в 1950-55 годах, потому как с началом создания Института языка и литературы. И впоследствии уже это начали выезжать сотрудники институтов, записывать сказания. И сказание Семена Прокопьевича «Алтын-Арық», «Албанжы». «Албанжы» вошло в число шедевров мировой литературы. И вот тогда он становится у нас знаменитым. Знаете, я еще упустила момент, когда это он на службе в царской армии. Можно там как получится, вы же умеете это делать, ставите. Все уже. Семен Прокофьевич, как я уже сказала, становится у нас знаменитым, потому что его произведение «Албанжы» вошло в число шедевров мировой литературы. И вот с такой маленькой деревушки, человека, никогда не выезжавшего сильно далеко, его избирают делегатом на Ташкентскую конференцию писателей стран Азии и Африки. И вот в 1956 году там он подружился с писателем Икрамит Джалом. Первый раз полетел на самолете, и первый раз увидел Крым, Аюдак. И было столько много впечатлений, что он издал целый цикл стихов. Стихи его это есть и маленько в переводе, а и Петре в переводе есть. И затем его избирают это еще тоже делегатом на Улан-Удэ, тоже на конференцию. И там он тоже подружился, это артист, генерал-майор. У него было очень много друзей, где бы он ни был, человек очень открытый, общительный. И много друзей, писателей, поэты, музыканты. Он обладал еще очень таким даром абсолютного музыкального слуха. Когда в этом доме приезжал Кенель и за этим столом исполнял сказания, Кенель сразу переводил на ноты его музыку. И потом решили это проверить. Спросили у старого хайджи, можно мы проверим ваши музыкальные способности? Но когда это его проверили, и оказалось, что кроме того, что он обладает феноменальной памятью, знает более 30 героических сказаний, он еще обладал абсолютным музыкальным слухом. То есть это очень талантливый человек. Многие говорили, что его произведение, если не останавливаясь исполнять, то 4 суток не хватит. Кроме этого, он был еще тахпахшы. Раньше проводились айтыс. Айтыс – это песенные соревнования тахпахшы. То есть это песня-ответ на песню «Вопрос». И на таких соревнованиях
победить Семена Прокопьевича было невозможно. Он постоянно был победителем различных айтысов, которые вот проводились и у нас в районе, и в городе, и вот в других районах проводились. И в этом доме это был писатель, это Кеннель, как я уже говорила, вот наш знаменитый композитор. Дальше вот много у него было друзей, и не только среди таких поэтов, писателей, он общался с детьми. Дети его любили, и вот в этот дом сюда приходили много, дети постоянно прибегали: Семенака, расскажите, пожалуйста, какую-нибудь сказку. И вот он им короткие такие сказочки рассказывал. И в этом доме же исполнял сказания. Когда люди услышат, что дядя Семен Ака будет исполнять сказания, в этом доме набиралось очень много людей. А молодые вот дети просились: это Семен Ака, можно, мы хоть под столом посидим, но только разреши, пожалуйста, нам послушать сказания. А его сказания, видимо, имели такой эмоциональный посыл, что люди как завороженные слушали. Один старик, он садился обычно возле дверей, вот как рассказывают это, те, вот, которые слушали. Тут Коков Виктор Иванович, потом Михаил Коков, вот они были свидетелями этого, как один старик садился возле дверей, и в особо трагических моментах у него это на глазах слезы, он рукой махнет, и выскочит на улицу, походит, успокоится, заходит и продолжает дальше слушать. То есть это надо уметь так исполнять, чтобы до души человека доходило. И вот этим ценен его талант. Его голос был просто завораживающий, потому что когда исполняет Хаим, слова не у всех бывает понятны. А вот в Хае Семена Прокопьевича был четкий, такой, дикция очень хорошая, что при его исполнении и в Хае были слова понятные, ну и потом, как дальше он исполнял вот речитативом. Дети вот приходили слушать его сказания. Вот, это его семья. Семья, конечно, он тоже очень ценил семью. И было, так как был он старшим, он был очень ответственен, вот, и всегда им помогал. Вот. С внуками, конечно, когда уже был старенький, где-то возраст 90-91 год пошел, уехал жить в Абакан к дочери, потому что это старику тяжело в таком доме жить, в деревенском, где тут все нужно, и дрова, и уголь, и крыльцо высокое. Ну и когда он туда уехал, он тоже не оставался без общения. И вот внукам своим рассказывал, вот Марина, Наташа до сих пор вот вспоминают, как деда им рассказывал различные стихи, сказки. Вот. Тут были это Инкижеков, вот, Кичичаков часто приезжал, Топанов. То есть это в этом доме людей всегда принимали очень гостеприимно. Такой вот был у нас Семен Прокопьевич Кадышев, наш хайджи-сказитель. Алтын барагыл айып барысқан алғам жер үстін шарып тұратыр. Күміс барагылы күніп барысқан көлбек тұған жерде шарып тұрады. Oylar kırılar eslem uxlargan oyun külleri. Семен Прокопьевич Кадышев очень гордился членским билетом Союза писателей. И неоднократно он был награжден почетными грамотами различными. А тут вот его почтовая карточка, это его сын погиб смертью храбрых, Николай, снайпером был на фронте. Вот. И он отправил вот такую почтовую карточку сестре Наталье Семеновне, которая вот тут, в этом доме прожила до самой старости, вместе с отцом сначала жили. Но потом, когда отец уехал, она одна оставалась, тут жила. Она работала преподавателем русского языка и литературы.
Вот. Его почетные грамоты. И вот его книга «Албанже», которая вошла в число шедевров мировой литературы. Хакасчон Махтары, тоже вот на хакасском языке. И, конечно, о нем много писали в газетах. Вот газетные вырезки тут есть еще.